За 6 месяцев этого года с формулировкой «в связи с утратом доверия» по представлению прокуратуры в стране были уволены 479 человек. В прошлом году таким образом работы лишились 1303 чиновника. В основном нарушения связаны с неисполнением обязанностей служащими, несоблюдением ими запретов. К ним относятся непринятие мер в урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, об имуществе. При этом, как сообщили в Генпрокуратуре, количество выявляемых коррупционных нарушений в стране сократилось. О том, как обстоят дела с коррупционными нарушениями у нас в республике, мы сегодня поговорим с заместителем руководителя управления при главе по профилактике коррупционных и иных правонарушений Евгением Лазаревым, а также с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Республики Саха-Якутия Романом Белоусом. Евгений Михайлович, Роман Викторович, здравствуйте. 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 Чиновники и депутаты обязаны предоставлять декларации о своих доходах. Стала ли эта процедура для них, так скажем, привычной, и насколько эта мера является действенной? Данная процедура стала привычной для государственных гражданских служащих, для лиц, замещающих государственные должности республики, а также депутатов органов местного самоуправления, для глав органов местного самоуправления. Для депутатов же органов местного самоуправления, данная процедура, она новая. Они сведения такие сдают в наше управление с прошлого года. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – это профилактическая мера. Она очень действенна и позволяет выявлять лиц неблагонадежных, тех, которые используют свое служебное положение в личных целях. Какие меры ответственности предусмотрены за совершение коррупционных правонарушений? Лица, не предоставившие сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат увольнению в связи с утратой доверия. Такая мера применялась в отношении 9 депутатов органов местного самоуправления. Они лишились своих должностей по утрате доверия. 47 депутатов органов местного самоуправления сложили свои полномочия в добровольном порядке, так как не захотели исполнять обязанность по предоставлению таких сведений. Что ожидает тех лиц, кто такие сведения не дал и не исполняет свою обязанность? Еще я хочу дополнить про глав органов местного самоуправления, глав муниципальных образований. Эти лица сдали сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в полном объеме в установленные сроки. Так а все-таки что ожидает таких лиц, которые не предоставили декларацию или не предоставили? Они подлежат увольнению. Увольнению, да. Всегда, в любом случае? Да. А применялась ли мера утраты доверия как вид наказания для глав и депутатов органов местного самоуправления, в частности у нас в республике? Вы уже сказали то, что применялись. Интересно было бы какие-то прецедентные случаи узнать, и из каких районов? В частности, как показывает практика, буквально мы недавно выезжали в Тампонский район, там была такая мера применена к 2 депутатам органов местного самоуправления. И буквально недавно мы приехали из Абыйского улуса. Там такая мера применена также к 2 депутатам. Так, тогда следующий вопрос, наверное, к вам. Есть ли еще такое понятие, как конфликт интересов? Может ли, к примеру, руководитель бюджетного учреждения трудоустроить в учреждение своего родственника? И будет ли это считаться нарушением? Довольно популярный вопрос среди граждан и пользователей сети. Да, конечно. Понятие конфликта интересов, оно определено федеральным законом Российской Федерации о противодействии коррупции. Под конфликтом понимается ситуация, при которой личная заинтересованность связана с возможностью получения дохода в виде денег, имущества, имущественных прав, услуг, влияет или может повлиять на объективное, беспристрастное выполнение должностным лицом своих обязанностей. Что касается трудоустройства родственников в бюджетное либо иное учреждение, то могу ответить, что такое в принципе возможно.
Обязанности, предусмотренные законом, у нас фактически две. Первое – не допускать конфликта интересов, а второе – его урегулировать, в том числе подавать уведомления в комиссию о данном трудоустройстве. Мы с вами довольно часто слышим о преемственности среди профессий, таких как учителя, например, врачи. Вполне могут быть ситуации, когда в рамках одного учреждения работают супруги или близкие родственники. Тут самое главное, чтобы своевременно до принятия решения о трудоустройстве был уведомлен работодатель. В данном случае комиссия принимает вопрос о возможности трудоустройства и конкретные меры по урегулированию, в том числе может запрещать непосредственно руководителю решать вопрос начисления премий, учета рабочего времени. Конечно же, трудоустроиться на руководящую должность или, предположим, должность бухгалтера в данном же учреждении, где работает директором родственник, комиссия не даст. Вот. Но вполне допустимо, что будет он работать учителем, либо, предположим, врачом. Такие, кстати, случаи на территории республики у нас имеются в рамках медицинских учреждений. Вы правильно сказали, то, что династии довольно часто встречаются в иных профессиях, но если посмотреть на чиновничий аппарат, если вдруг родственник какого-то чиновника устроился, можно ли с уверенностью сказать, что к этому родственнику будет проявляться более пристальное внимание, нежели к иному чиновнику? Конечно же, если устроился родственник, даже пусть он написал заявление, уведомление в комиссию, в любом случае в дальнейшем за ним будет осуществляться именно контроль, чтобы не допустить ситуации, связанной с конфликтом интересов. А что должен сделать глава административного органа местного самоуправления, если планирует заключить какой-либо договор со своим родственником или, например, директором фирмы-подрядчиком? В этом случае он также должен направить уведомление своему работодателю о возможном конфликте интересов. Конечно, ситуация, когда заключаются контракты со своими родственниками, является из ряда вон выходящей. Но в некоторых у нас районах, улусах, когда в силу численности такие ситуации в принципе допустимы. Самое главное — направить уведомление. Тут комиссия сама примет решение, чтобы проводилась закупка честно, правильно, при отсутствии, предположим, других объективных обстоятельств, либо других участников. Закупка, в принципе, возможно, что будет заключена. Главное — своевременно уведомить работодателя. Роман Викторович, якутян в частности интересуют резонансные дела в Якутии в отношении власти. Это в частности картель в медицине, дело о взятке в отношении заместителя мэра города Якутска и, конечно, уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Вербицкой. Как сейчас продвигаются дела с расследованием, с возбуждением уголовного дела и судебными прецедентами? Могу сказать, вот все те дела, которые вы перечислили, в настоящее время находятся на стадии предварительного следствия. Вот. По медицинскому картелю назначены необходимые исследования, проводятся экспертизы. Точно так же по уголовному делу в отношении Гоголева. Вот. Уголовное дело в отношении Вербицкой уже подходит к стадии завершения, то есть все необходимые доказательства, в принципе, у нас собраны. По картелю, также возвращаясь, могу пояснить, что устанавливаются дополнительные обстоятельства совершения иных преступлений, в том числе следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении участников картеля. Поэтому, то есть в ходе расследования выяснились новые обстоятельства дела? Конечно. Там выясняется вся преступная деятельность данной группы лиц. Евгений Михайлович, тогда, наверное, следующий вопрос к вам. Каким образом профилактика коррупции производится в Якутии и как вы оцениваете эффективность принимаемых мер на сегодняшний день у нас в регионе? Огромное, конечно, внимание уделяется именно антикоррупционному просвещению населения, воспитанию у должностных лиц, граждан, нетерпимости к проявлениям коррупции. В республике принят план противодействия коррупции, план проведения просветительских мероприятий. Во исполнении данных мероприятий проводится огромная работа во взаимодействии с правоохранительными органами государственной власти, муниципальной власти. Нами на постоянной основе, сотрудниками нашего управления, на постоянной основе осуществляются выезда в районы республики с целью оказания практической помощи муниципалитетам в организации антикоррупционной деятельности.
Кроме этого, налажено взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями, образовательными учреждениями. Проводится в целом огромная просветительская работа. В целом, данная работа, мы считаем, что она эффективна. И хочу отметить, что по результатам социологического исследования уровень коррупции в республике в настоящее время постепенно снижается. Вот в частности о субъектах этого социологического исследования. Что делать жителям Якутии, куда обращаться, если вдруг они столкнулись с какими-то проявлениями коррупции? Обращаться можно в разные инстанции в рамках и 59-го федерального закона, в рамках, значит, обращения граждан и к нам в управление, и правоохранительные органы. Пользуясь моментом, также хочу пояснить, что граждане могут обращаться непосредственно в прокуратуру Республики Саха-Якутия, непосредственно ко мне, как начальнику отдела по противодействию коррупции, вот, а также по телефону 36 30 16. Вот, приходите непосредственно, я всех лично на прием запишу и направлю к своим сотрудникам. Во всех ситуациях мы разберемся. Роман Викторович, Евгений Михайлович, спасибо, что вы выделили время и ответили на наши вопросы. А я напомню, что в рамках программы «Актуальное интервью» мы сегодня поговорили о противодействии коррупции в республике с нашими гостями студии Евгением Михайловичем Лазаревым и Романом Викторовичем Белоусом. Вы смотрели «Актуальное интервью». В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале «Якутия-24».